телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Добрый вечер. В начале выпуска об основных темах. Жители республики активно собирают гуманитарную помощь для пострадавших от паводка в Ваймиконском районе. Узнаем, как присоединиться к акции и поддержать земляков в трудной ситуации. 3 модели МСУ в России вступают в силу изменения в организации местного самоуправления. Основные вступят в силу в 2027 году. Археологические раскопки поселения Хаптагай подходят к завершению. Ученые исследовали не 1000 метров и обнаружили исключительные находки. Расскажем, какие артефакты скрывала Хаптагайская земля. В Якутске запустили экскурсии на русском жестовом языке. Проект «Тихая Якутия» делает культуру республики доступнее для людей с нарушениями слуха. После продолжительных дождей и наступления солнечной погоды в окрестностях Якутска снова зреют грибные поляны. Как быстро растут грибы и какая погода действительно благоволит их созреванию. Одного из пострадавших в ДТП в Нерюнгри выписали из больницы. Врачи оценивают состояние Николая Бояркина как удовлетворительное. Второй пациент остается в реанимации. Он пришел в сознание. Николай Бояркин родом из Алекминского района. Он работает в ГОК Денисовский, 8-й год. Дома его ждут жена и 2 дочери. Напомню, ДТП произошло 21 июля. Вахтовый автобус рухнул в обрыв с 25-метровой высоты. В аварии погибли 13 человек. По факту гибели и травмирования работников шахты возбуждено уголовное дело. Минстрой Якутии завершил обследование жилья пострадавших от паводка. Всего осмотрено 230 жилых помещений, 14 в Абыйском и 216 в Алекминском районе. Министр строительства Виктор Романов сообщил, что ведется работа по выделению средств на капитальный ремонт поврежденных жилых помещений и строительство утраченных домов. Он уточнил, что финансирование осуществляется за счет резервного фонда правительства республики и внебюджетных источников. Всего предварительно планируется направить порядка 280 кубометров материалов, прежде всего для строительства и ремонта поврежденного жилья. В Ваймиконском районе наиболее пострадавшему улусу от природной стихии предстоит отремонтировать около 7000 квадратных метров жилья. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили ход восстановительных работ и оказание помощи пострадавшим от паводка районам Якутии. В Минтруд республики поступило 1968 заявлений, из которых более 1400 на получение единовременной материальной помощи. На данный момент выплачено свыше 5 миллионов рублей. На сегодня отправлено 84 кубометров досок для пола. На восстановительных работах в Ваймиконе участвуют специалисты из Горного, Сунтарского и Нюрбинского районов. К ним присоединятся бригады еще 6 улусов. По линии МинЖКХ у нас есть планы по восстановлению всех коммуникаций до 20 августа. Имеем поручение главы по начать отопительный сезон на этих населенных пунктах раньше срока по заявке района. И сегодня по этому плану мы работаем. По линии Министерства предпринимательства уже доставка стройматериала от города Якутска первые доехали. И сегодня этот вопрос, можно сказать, продолжается. Также в Ваймиконском районе продолжают работать специалисты Министерства сельского хозяйства республики. Ведется подсчет ущерба. На сегодняшний день известно, что в Ваймиконе затопило 43 коровника. Учтены ущербы по посевам корма в объеме 40 гектаров, в том числе 70 гектаров посевных однолетних кормовых культур. Зафиксировано затопление сенокосных и пастбищных угодий, а также коневодческих баз. Отмечу, что в этом году в республике заготовлено 434 тысячи тонн сена, 24 тысячи силоса и 13 тысяч тонн сенажа. В скором времени Минсельхозом будут организованы мобильные бригады для перевозки сена в пострадавшие районы. На сегодняшний день из-за затопления сенокосных угодий в северных районах план занижен до 395 тысяч тонн. На сегодняшний день мы должны выполнить от поставленного плана 91%. На сегодняшний день скошено 68 тысяч гектаров и заготовлено 53 тысяч тонн. Это составляет 12% от установленного плана.
За прошедшие сутки обнаружено 8 новых возгораний на площади 35,5 гектаров в Верхоянском, Имиконском, Сунтарском и Тампонском районах. Одновременно с этим удалось ликвидировать 12 пожаров, охвативших 694 гектара, включая один природный. С начала пожароопасного сезона уже потушено 412 природных возгораний, из которых 223 пришлись на земли лесного фонда. Оперативность тушения составляет 66%. В Тампонском районе введен режим ЧС, а в Верхоянском он продолжает действовать. На территории республики действует 21 лесной пожар на общей площади 21 384,5 гектара и 2 ландшафтных природных пожара на общей площади 19 267 гектаров. С начала сезона установлено 65 виновников природных пожаров, составлено 146 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Усилия службы занятости позволили трудоустроить 40 участников СВО и 121 члена их семей. Наиболее востребованными профессиями стали машинист, слесарь по ремонту автомобилей, токарь, воспитатель, администратор и другие. С начала этого года в Центры занятости обратились 108 участников СВО и 154 члена их семей. На данный момент на учете состоит 65 участников и 50 их родственников. Кроме того, в рамках программы временного трудоустройства 95 подростков из 7 участников СВО получили работу в летний период. Поддержаны и предпринимательские инициативы. 2 участника СВО открыли собственное дело, а один из членов семьи запустил творческую студию по пошиву национальной одежды. В рамках программы переподготовки в этом году 11 участников СВО и 5 членов семьи прошли курсы по профессиям водитель автобуса, контролер драгоценной продукции, слесарь КПА, оператор котельной и другие. Кадровые центры республики активно проводят мероприятия для участников СВО и членов их семей. В ходе этих мероприятий участники СВО и членов семей знакомятся с актуальными вакансиями и условиями работы. Завтра, 30 июля, в Якутии состоится общереспубликанский день приема. Жители республики смогут задать свои вопросы во всех министерствах, ведомствах и органах местного самоуправления. Личные приемы будут проводиться с 14 до 18 часов. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Ну а с 19 июня этого года вступили в силу большинство норм нового федерального закона о местном самоуправлении, за исключением статей, касающихся полномочий муниципалитетов, которые вступят в силу с 1 января 2027 года. Изменения затрагивают в частности территориальную организацию муниципалитетов, их полномочия и статус муниципальных должностных лиц. Новый закон предусматривает 3 вида муниципальных образований. Это внутригородские муниципальные образования, городские и муниципальные округа. Изменение структуры самоуправления поспособствует разрешению существующих проблем и оперативному реагированию на новые вызовы. Сейчас образование пока в муниципалитетах, вот эти вопросы, да, например, если вдруг эти полномочия перейдут в государственные, там тоже от этого очень зависит жизнь районов и наших сел. Вопросы ЖКХ, вплоть до вопросов погребения, те же собаки, те же свалки, дороги, тепло, газа, снабжение, там, водоснабжение. Вот эти вопросы очень нужно точно отрегулировать, и уже вот принимать уже как отдельные законы. К 2030 году более 10 тысяч российских студентов пройдут обучение по прикладным программам, разработанным российскими IT-компаниями. Программы реализуются за счет федерального гранта и станут частью национального проекта по подготовке IT-специалистов топ-уровня. Эта инициатива позволит сократить дефицит квалифицированных IT-кадров, на который указывает более 50% работодателей в России. Лучшие студенты будут приглашены на стажировки в Т1 и смогут претендовать на именные стипендии от компании. Обучение начнется уже с сентября. Ленский технологический техникум активно готовится к новому учебному году. Завершается косметический ремонт аудитории и коридоров, а приемная кампания в самом разгаре. Уже 140 абитуриентов подали документы на поступление. Техникум предлагает обучение по востребованным специальностям, включая теплотехников для строящейся Новоленской ТЭС, машинистов технологических насосов и компрессоров, электромонтеров, мастеров слесарных работ. Для лучших абитуриентов предусмотрено 125 бюджетных мест. Студенты смогут оттачивать свои навыки в современных мастерских, а результаты обучения продемонстрируют на демо-экзамене перед экспертной комиссией. Приемная кампания продлится до 15 августа.
Сейчас у нас закупается оборудование, производится ремонт по Нюйской, 14, где будет находиться лаборатория по данному направлению. Обучаться по этому направлению студенты будут 3 года 10 месяцев. Сейчас уже по этой специальности у нас идет конкурс. Подано более 50 заявлений, а всего 25 бюджетных мест. Археологические раскопки поселения Хаптагай подходят к завершению. Ученые исследовали не 1000 метров и обнаружили исключительные находки. Какие артефакты скрывала хаптагайская земля и почему под ногами археологов шахматная доска, расскажет Эржена Гармаева. С начала июня в Мегино-Кангаласском районе работает бригада из нескольких десятков археологов. Ученые нашли уникальные предметы быта древних якутов, хозяйственные ямы и остатки жилищ, берестяные фигуры и фрагменты керамической посуды. Здесь, на этом поселении, мы точно знаем, что были очень своеобразные локальные керамические традиции. Это выражается в формовке сосудов, да, в том, какое было очень хорошее, качественное тесто для этих сосудов и в многообразии орнаментальных мотивов. И здесь очень такая интересная техника, когда они использовали штампы разного вида сразу на одном сосуде. Это тоже не встречалось такого, да? Поэтому здесь свои локальные керамические традиции были, и об этом обязательно мы напишем научную статью, потому что это очень интересное явление. Копают не хаотично, а по пикетам. Это такие квадраты земли площадью 10 на 10 метров. Вся раскопка – это огромная шахматная доска. И у каждого квадрата есть своя цифра и буква. Так ученым будет удобнее работать с находками в дальнейшем. Там, где археологи не боятся задеть культурный слой, роют лопатами. Но есть и такие места, где действовать нужно предельно аккуратно. Тут вы видите как раз таки пол коровника. Да, наверное, из этнографии вы знаете, да, что в традиционных якутских жилищах пол был только в коровнике, для того, чтобы легче было ухаживать за коровами, да, чтобы убираться. А само жилище оно было бы без пола. И как раз таки вот в этой стороне это хотан, а с другой стороны это жилище. И вот там видно как раз таки остатки жилища и ножки от нар вдоль стен сохранились. Но на первый взгляд это вот достаточно архаичное жилище. Оно примерно вот начала 18 века, наверное, скорее всего. После все находки попадают сюда, в полевую камеральную лабораторию. Артефакты моют, чистят обычными зубными щетками, сушат, а затем номеруют. На остатки керамической посуды уже нанесли обозначения. Посмотрите, место и год раскопок Хаптагай 2025, а также буква и номер пикета, где этот кусок обнаружили. Пока археологи не берутся сказать точное количество находок, но счет идет на тысячи. Исследователи уверены, такие артефакты помогут восстановить картину повседневной жизни наших предков, от пищевых привычек до промыслов. Эржена Гармаева, Станислав Потапов, Мегино-Кангаласский район. Дирижабли вскоре смогут бороздить небо над Якутией. В научно-образовательном центре «Север» территория опережающего развития готовят первые испытания грузового дирижабля. В чем преимущество летательных аппаратов на гелии, узнаем у наших коллег. Грузовые беспилотники уже реальность. В больших городах не редкость роботы-курьеры. По центральной России ездят дальнобойные фуры без водителей. Новые тренды актуальны и для Якутии. Вот так, например, жители Горного Улуса принимали посылки, которые в прямом смысле прилетели к ним самостоятельно. На самом деле люди на местах очень сильно обрадовались и увидели в этом некую перспективу, потому что мы прекрасно понимаем, что Республика Саха-Якутия – это регион, в котором самое большое количество труднодоступных поселений. Резиденты НОЦ «Север» решили пойти еще дальше и предлагают использовать в качестве перевозчиков в арктических широтах беспилотные дирижабли. И первые испытания новых машин намечены уже на эту осень. Если мы говорим о дирижаблях и об отличии их от просто грузовых беспилотников, то это, конечно же, объем, который они могут перевозить. То, что мы получим в сентябре-ноябре, это только первый шаг к полноценному дирижаблю, который сможет перевозить до 30 тонн. Ну и учитывая те сногсшибательные характеристики, о которых мы слышали, это 800 километров, 1200 километров, да, расстояния, которые могут преодолевать дирижабли, могут преодолевать без человека, курсировать по определенному маршруту, это, конечно же, открывает безграничные возможности для использования этого на северах. Дирижабли для России – это диковинка. Подобный транспорт в мире используют в некоторых странах Европы, в США. Есть китайские модели. Наш якутский ответ на этот тренд находится на этапе изготовления прототипа, уменьшенного в масштабе 1 к 5.
В настоящее время находимся на этапе изготовления прототипа, уменьшенного в масштабе 1 к 5 к этой машине, грузоподъемностью. Ну, в данном случае грузоподъемность значения не имеет. Вот, машина габаритами 15 метров в длину, 5 метров в высоту и 7 метров в ширину. Эта машина изготавливается для того, чтобы отработать технологии, во-первых, сборки, производства комплектующих деталей, отработки компоновочной схемы и отработки некоторых технологий манипулирования с грузом, поскольку это грузовой аппарат, и технологии управления. Первые испытания намечены на сентябрь, и если все пойдет по плану, дирижабли в небе Якутии могут появиться уже в следующем году. Максим Кардозу, Айтал Байтунов, Москва. Всемирная просветительская акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» пройдет 18 апреля 2026 года. Авторы текста диктанта объявят в рамках традиционного онлайн-марафона, который состоится 8 сентября в Международный день грамотности. Кроме того, осенью этого года начнется конкурс среди российских городов. Победитель получит звание столицы тотального диктанта и примет на своей главной площадке автора текста. Напомню, ранее акция уже проводилась в Якутске, Владивостоке, Таллине, Санкт-Петербурге, Ярославле, Нижнем Тагиле, Томске и на федеральной территории Сириус. В Якутске прошло открытие проекта «Тихая Якутия», в рамках которого будут проводиться экскурсии на русском жестовом языке. Основной целью этой инициативы является развитие туризма и знакомство людей с нарушениями слуха с культурой нашей республики. Обо всех подробностях в следующем сюжете. Туризм в Якутии – это очень важная и многосторонняя задача, развитие которой подразумевает рождение новых инициатив. Одной из них является проект «Тихая Якутия», автором которого является Дарья Топырова. Я сама очень люблю путешествовать по разным городам, и мне бывает очень трудно на экскурсиях без переводчика и без гида. Когда я ездила в Казань, в Республике Татарстан, там увидела, что есть гид, оказывается, который владеет жестовой речью. И я сразу подумала, почему у нас в республике такого нету. И поэтому придумала такую идею, проект написала, попробовала. И этот проект недавно в апреле выиграл грант Росмолодежи. Мы выиграли этот грант и начинаем нашу работу. Еще одной особенностью проекта является обучение гидов по федеральной программе «Активные меры содействия занятости», которые впоследствии получат все документы, подтверждающие их квалификацию. Экскурсии будут проводить гиды-стажеры. Они будут готовиться. Сейчас они пока проходят обучение, получат дипломы только осенью. И со следующего года они еще пройдут переквалификацию. Обучение гидов-стажеров – это один из этапов реализации проекта. Все присутствующие на мероприятии подчеркивают общественную значимость инициативы и важность ее развития. Этот проект очень важен как раз-таки для туризма, чтобы он стал доступным, он стал комфортным и был интересен большему кругу людей. У нас в республике это впервые проводится, и я думаю, что это даст возможность людям с нарушением слуха узнать о нашей культуре. Надо поддерживать такие мероприятия для людей с нарушением слуха. Наши люди с нарушением слуха должны знать нашу республику, историю, культуру. Экскурсии будут проводиться до 5 августа в музеях и формате прогулок по старому городу, однако в перспективе проект будет расширяться по всей республике. «Тихая Якутия» – это важный шаг к развитию инклюзивного туризма. Анастасия Пуляева, Семен Семенов, Виктор Дичковский, Якутск. После продолжительных дождей и наступления солнечной погоды в окрестностях Якутска снова зреют грибные поляны. Как быстро растут грибы и какая погода действительно благоволит их созреванию, в следующем сюжете вы узнаете о природе грибов, ценные факты от эксперта, которые точно помогут вам при сборе грибных плодов.
В окрестностях Якутска наблюдается уже третья волна урожая грибов. Еще в начале июня социальные сети пестрили заголовками по типу «Феномен грибы в начале лета» и подкреплялись фотографиями собранных красавцев грибов. Нынешнее лето отличается непредсказуемой погодой. Дожди, жара, холод, ливни. Можно подумать, что именно это повлияло на рост грибов, но не совсем так. Процесс, итог которого мы наблюдаем сегодня, начался 30 лет назад. Это вполне естественное явление, и связано это, скорее всего, с потеплением климата. Дело в том, что у нас в последние 3 десятилетия стали выражены не просто 2 сезона, зима и лето. У нас появились длинная весна и более или менее длинная осень. Поэтому вегетационный период начинается раньше. И так же, как в европейской части, грибы, они тоже реагируют на тепло. И поэтому получается 2 или 3 основных волны массового урожая грибов. Отправляться в лес за грибами сразу после дождя неправильно. С момента, как в грибнице зародился гриб, и до того, как его тело станет видимым, проходит от 5 до 7 дней. Для грибницы знаком о том, что надо плодоносить, является наступление прохлады, даже холода. Для того, чтобы гриб вылез на поверхность, и мы пошли его и сорвали, нужно, чтобы еще и грибница росла. То есть лето должно быть влажное и теплое для развития грибницы. Но потом, для того, чтобы эта грибница стала плодоносить, необходимо кратковременное понижение температуры. То есть либо прохладный период дождливый, либо холодные ночи. Конечно, не минусовые температуры, но, в общем, достаточно прохладные. И тогда для грибницы это сигнал, что все, лето заканчивается и пора размножаться. Основное правило при сборе грибов – это не собирать незнакомые грибы, даже если они очень похожи на известные. Использование сайтов или приложений по поиску вида гриба по фото – также занятие опасное. Собирать грибы вблизи мусора и дорог не стоит, так как для питания грибницы используется вода и влага земли на больших площадях. Грибы – это достаточно тяжелая пища. Дело в том, что грибы – это не растения. В них содержится хитин, такой же, как в панцире насекомых. И поэтому не всегда усваивается организмом человека. Сейчас мы стоим где-то в начале 3-й волны, потому что в конце недели, помните, та неделя была жарко, в конце недели грибов почти не было. И сейчас, после этих дождей, я думаю, что дня через 2-3 они опять начнут отрастать. Мы съездили на окраину города и встретили грибников. Где-то, наверное, за час. За час. Какие грибы вы собрали? Что вы встретили? А тут все есть. И подберезовики, и подосиновики. Очень мало. Даже грузди. Даже грузди. Груздочки. Действительно, 3-я волна урожая уже наступила, и через пару дней грибов станет еще больше. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Масштабная подготовка к 50-летию города ведется в столице Южной Якутии. Юбилей города нерюнгринцы отметят в ноябре этого года, а сегодня идет реновация архитектурного облика жилых зданий и городской среды согласно мастер-плану. Одним из проектов, украшающих Нерюнгри, станет новый мурал. Подробности в следующем сюжете. Первая крупная роспись в Нерюнгри год назад появилась на фасаде 10-этажного жилого дома на въезде со стороны вокзала. Автор идеи – художница из города Мирный Христина Решетникова. Сегодня девушка взялась за возведение нового шедевра в Нерюнгри. Я заметила, что в колорите, в городском пространстве, именно в архитектуре не хватает якутской культуры. И было предложено разработать эскиз как раз-таки на тему Олонхо. Будут изображены главные герои. На этой стене у нас Туяра Мако, главная героиня эпоса Олонхо, и на другой стене уже Нирун Батур. Как признается художница, самый сложный процесс – это создание эскиза, когда идеи из головы нужно перенести на холст. Мурал от живописи отличается тем, что уже эскиз готовый. Если ты на холсте рисуешь, то у тебя нет готового проекта, а тут у нас есть готовый проект. Поэтому тут только физическая выносливость нужна. Сегодня Христина с коллегой Дарьей пишут на фасаде жилого дома в Нерюнгри новый мурал площадью 450 квадратных метров. Подготовка красок, поднимаемся на стену и целый день на стене. От того, как там погода будет хорошая, плохая, иногда с перерывами.
но практически целый день на стене. Допустим, вчера мы часов 12 были на ногах. Ну, то есть бывает до 3 ночи тут находимся, рисуем. То есть пока есть силы. Любительниц искусства не пугает высота, ведь это далеко не первый их опыт создания шедевров внушительного размера. Сложнее всего в этом процессе это делать переходы. Переходы должны быть плавными в каких-то местах. В каких-то местах, наоборот, более жесткими, резкими. При высоком уровне влажности нежелательно рисовать. При прямых солнечных лучах тоже нежелательно рисовать, потому что это все зависит от качества высыхания красок. Нюансов очень много. Работать художницы начали в июле и планируют завершить к концу лета. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. К этому часу все. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.